Альянса Таджикистана Мухиддин Кабирий предложил разместить миссию наблюдателей ООН на всех горячих точках на таджикско-кыргызской границе. Амридина Лаватшоева доставили в СИЗО ГКНБ Таджикистана из колонии. Группа уроженцев Таджикистана собралась на акцию протеста у посольства Кыргызстана в городе Берлин. В России продолжаются поджоги военкоматов. Мухиддин Кабирий, лидер Национального альянса Таджикистана, предложил разместить миссию наблюдателей ООН на всех горячих точках на таджикско-кыргызской границе для предотвращения новых конфликтов. Он заявил, что каждый из руководителей двух стран, кто не заинтересован в войне, должен внести это предложение в ООН. Лидер таджикской оппозиции подчеркнул, что война выгодна только лидерам двух стран и в меньшей степени третьим силам. Третьими силами, по его словам, могут быть страны, которые в последнее время утратили свои позиции на мировой арене и желают показать, что они все еще сильны. Однако он не упомянул ни одну страну, при этом сообщил, что вероятность причастности третьей силы составляет не более 20%. В то же время он убежден, что, несмотря на заинтересованность в этой войне, крайне маловероятно, что нападение было инициировано по приказу Рахмона, то есть таджикской стороной. Кабирий также заявил, что эти конфликты не могли быть инициированы простыми жителями и военнослужащими одной из сторон. Мухиддин Кабирий также подчеркнул, что причина победы Кыргызстана в информационной войне заключается в отсутствии свободы слова и свободы прессы и журналистов в Таджикистане и, наоборот, присутствии свободы слова и прессы в Кыргызстане. Еще одной причиной, по его словам, была постоянная связь кыргызских властей с народом, их постоянное общение с общественностью и прессой. Амридин Алаватшоев, осужденный на 18 лет, один из активистов молодежно-горно-бадахшанского автономного округа, в начале недели был доставлен из багдадской колонии в СИЗО ГКНБ Таджикистана в Душанбе. Об этом сообщают источники радио Зоди. Осужденных доставляют в следственный изолятор в основном в связи с новыми обвинениями или для дачи показаний по другому уголовному делу. Родные Алаватшоева подтвердили, что он находится в СИЗО, но сказали, что причину такого решения они не знают. Один из работников следственного изолятора сообщил, что Алатшоев был доставлен в Душанбе для дачи показаний по делу генерала Холбаша Холбашева. 21 сентября Верховный суд Таджикистана приговорил бывшего генерал-погранвойск Холбаша Холбашева, арестованного после майских событий в Хорауге-Рушане, к пожизненному заключению. Был ли Алаватшоев допрошен на процессе по делу над генералом Холбашевым и какие показания он дал, неизвестно, поскольку заседание суда прошло в СИЗО ГКНБ за закрытыми дверями. 22 сентября этого года группа молодых уроженцев Таджикистана собрались на акцию протеста у посольства Кыргызстана в городе Берлин, столице Германии. На фотографиях и короткой видеозаписи видно, что у посольства Кыргызстана собрались примерно 20 человек. Участники акции принесли с собой фотографии жертв вооруженного конфликта на таджикско-кыргызской границе, а также плакаты с лозунгами «Прекратите убивать таджикских детей». Протестующие также обвинили нынешнее руководство Кыргызстана в развязывании вооруженных конфликтов на границе двух стран и в нежелании решить существующие проблемы. Протест у посольства Кыргызстана в Берлине – это первый протест уроженцев Таджикистана по поводу последних кровавых событий на границе. Уроженцы Кыргызстана уже провели несколько акций протеста в зарубежных странах. Как минимум 4 случая поджогов военкоматов и районных администраций произошли в России за ночь на пятницу 23 сентября. Об этом сообщает телеграм-канал ЧТД со ссылкой на сообщения СМИ и блогеров. По данным ЧТД, в здании военкомата в городе Свободный в Амурской области бросили коктейль Молотова и повредили фасад. В военкомате Хабаровска бутылка с зажигательной смесью заложили между решетками окон кабинета начальника отдела по мобилизации и кабинета хранения статистической документации. В городе Камышине Волгоградской области мужчина с чулком на голове бросил 2 коктейля Молотова в окно мэрии. В алтайском поселке Цлины разбили окна и произвели поджог в Доме культуры, где находится администрация сельсовета, пишет телеграм-канал «Шот». Накануне в Тольятти подожгли дверь и крыльцо здания городской администрации на Белорусской улице. Неизвестные метнули коктейль Молотова в дверь здания. МАШ сообщала, что пожар произошел в здании военкомата в Санкт-Петербурге, расположенного на территории муниципального образования Ломоносов. Площадь возгорания составила 6 квадратных метров.
Неизвестные попытались поджечь здание военкомата в городе Гай Оренбургской области. Пламя испортило только одну стену, писало оренбургское издание Гай РФ. В среду 21 сентября произошел пожар в здании военного комиссариата на улице Алеши Пешкова в Нижнем Новгороде. По данным местного издания nn.ru, загорелся стоматологический кабинет призывного пункта. База сообщала, что пожар также возник после того, как в окно бросили бутылку с зажигательной смесью. Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации для отправки резервистов на войну в Украину. В ряде российских городов прошли акции протеста, на которых задержано более 1300 человек.